Да. Знаете, по поводу философии и языка, да? Ну, понимаете, Бадью приводить в пример, на мой взгляд, неправильно. Еще Гадамер писал, что язык – это не наш язык, это язык беседы, которые ведут с нами вещи. Да? А, ну, вот язык, да, вот. Считаем ли мы, что человек конституирует именно язык? Да? Считаем ли мы, что человеческое отношение к чему-то полностью покрывается языком и им определяется? Да? Вот это вопрос. Потому что понятно, что требуются некоторые средства выражения, да, вот, коммуникации, вот, но что они являются языковыми, ну, так называемый язык жестов – это не язык, вообще-то. Да? Ну, отдельный вопрос о том, что такое язык. Вообще язык – это средство, это посредник между человеком и миром. Да? Вот здесь нельзя считать, что вот язык, он только между человеком и миром или только человеком и человеком. Да? Здесь принципиально три активных компонента в языке. Да? Вот. И при этом не обязательно ссылаться на некую внемировую или надмировую сущность. И языки возникают довольно естественно. Да? Вот, вот здесь может ли возникнуть язык о искусственных образованиях? Не знаю, что считать языком. Да? Вот, отдельный вопрос, я не буду этого касаться. Речь должна идти вот о том, что язык – это активное средство, но и активная среда существования человека. Как говорил Маркс, это непосредственная действительность мысли, язык. Да? Но вот здесь другой вопрос, уже гораздо более философский, а что такое действительность, как она относится к миру и к реальности. Сразу скажу, что в этом отношении я принимаю не классическую позицию Ортеги и Гассета, а реальность – это то, от чего нельзя отказаться. Вот. И совершенно реальные галлюцинации для того, кто их видит. Более того, они реальны и для наблюдающего. Да? То есть, допустим, если по человеку пользуют маленькие крокодильчики или его щиплют маленькие черти, то это белая горячка. Да? Вот. А если крупные, то нет. Да, вот. Ну, насчет белочки я не знаю, но вот это вот психиатрический критерий, да, что вот там обязательно что-то мелкое. Да? Крупного не бывает. Крупное, значит, не белая горячка. Да? Ну, это вот внешний как бы такой критерий. Да? То есть вот пример такой. Да? Человек, да, француженка, известен, 70 лет, да, не умела читать. Жила во Франции, ориентировалась по, значит, ну, цветовой гамме, там, по совокупности предметов и так далее. Вот жила 70 лет в Париже, да, вот в метро ездила, не зная названий станций, так на слух она воспринимала, но читать не умела, да. То есть вот чтение для нас всех очень важно, да, но не факт, что оно крайне важно для других. Существуют сообщества человеческие без письменностей, да, вот. Так что здесь вот вопрос о том, что вот надо спасать мир, да, спасать детей, да, ну вот это еще вопрос о том, какой мир спасать. Вот можно сказать, что мы пытаемся спасать человеческий мир, да, но не любой человеческий мир читает, да, вот. То есть здесь вот мы, очевидно, из возможных миров выбираем те, которые нами выделены, да, и
пытаемся отстоять и воспроизвести именно вот тот близкий нам. Но совсем не факт, что вот дети, которые обладают клиповым мышлением, да, что они не создадут. Ну, он, в общем-то, уже создано. Повседневность, где они существуют, вращаются и обращаются. И не факт, что из этой повседневности они не могут выходить, ну, в дальнейшем, не смогут выйти, да, в более серьезные, требующие специальных знаний, специального предметного отношения области. Да. Вот ну вот, то есть вот ясно, что для них это будет трудно, да, но разработать средства вхождения в вот эти миры, ну, я немножко по поводу вот предшествующего в этой связи скажу. Вот то, что философ, он обладает измененным состоянием сознания. Я вам скажу так, что любой профессионал, входя в профессию, имеет измененное состояние сознания. Чтобы резать людей хирургу, ему нужно изменять сознание. Без этого измененного сознания как рабочего, да, он не хирург. В принципе, да. Ну, вот, да. То есть вот мир окружен вот этими профессионально необходимыми предметными измененными состояниями сознания, и мы признаем некоторые из них, потому что они воспроизводят наш мир. Врачи воспроизводят наш мир. Необходимые условия вот, нынешние, да. Вот. Насколько нужны философы, это уже другой вопрос. Но вот то, что я сказал, что, в общем-то, стремление к философствованию как-то вот не убить в человеке, да, вот философия все-таки зачем-то нужна этому миру, ну и нам всем. Спасибо большое. Я напомню, что мы позже начали, и поэтому у нас немножко сбился график времени. Я хотел бы уточнить у коллег. Наталья Сергеевна, скажите, как у нас со временем? Мы пытаемся уточнить, сколько еще у нас времени осталось, и, возможно, нам нужно уже заканчивать прямо сейчас. Ну что ж, коллеги, я тогда сразу хочу сказать, что это опасность только для людей в онлайне, потому что в целом мы можем в офлайне вот за стеной, за чаем продолжить нашу дискуссию, поэтому вот так неожиданно мы должны переходить к завершению нашей беседы. И я бы я думаю, нам придется переместить нам придется переместиться, к сожалению. То есть наша вот, ну, из-за задержки, к сожалению, так вышло. И, ну что ж, коллеги, я хочу поблагодарить вас всех за участие. И можно мне нормальный микрофон? Пока еще не разбегайтесь. Коллеги, я сразу перехожу тогда к таким завершающим словам о том, что философская мысль и философский разговор – это всегда движение. И даже несмотря на организационные ограничения, мы наш разговор и мышление не останавливаем, а лишь ставим на паузу и обязательно его продолжим, как минимум через 2 года на конференции ФИКОС 2024, а может быть и раньше. Спасибо всем большое за участие, приглашаю всех за чай, и, к сожалению, мы должны все попрощаться с нашими коллегами онлайн. До свидания. Спасибо вам большое, коллеги. Было очень интересно. Жаль, что так резко пришлось прервать, но по плану мы